الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، اللهم لا تعذب جمعا التقى فيك ولك، اللهم لا تعذب ألسنة تخبر عنك، اللهم لا تعذب قلوبا تشتاق إلى لقائك، اللهم لا تعذب عيونا ترجو لذة النظر إلى وجهك برحمتك يا أرحم الراحمين. По الله приступаем к разбору книги «Масаиль ва ахкам في شرح نواقض الإسلام». Масаиль — это вопросы и ахкамы, положения в разъяснении نواقض الإسلام. И шарх шейха Абу Азама ат-Тамими, хафизахуллах. Бисмиллахи рахмани рахим. Говорит шейх в предисловии: Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаляму аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин ва ба'д. Начинаем с позволения Аллаха разъяснение навакидуль ислам шейха, обновителя религии его времени Мухаммада ибн Абдуль-Вахаба, алейхи рахматуллах. И говорит шейх Абу Аззам, и первый рассматриваемый вопрос — это то, что автор послания начал со слов «Бисмиллахи рахмани рахим», то есть басмали, его послание. Как это делают, как это принято у составителей трудов и так далее, подражая тем самым, то есть следуя тем самым книге Аллаха. И также подражая пророку, саллаллаху алейхи вассалям, в его письмах, то есть переписках. Как это пришло достоверно от Бухари, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправил письмо Ираклию, и содержание этого письма было следующее: «Бисмиллахи рахмани рахим. Мин Мухаммадин Расулиллахи иля Хиракля азим Рум». От Мухаммада, посланника Аллаха, к Ираклию, владыке Румов. И так далее до конца хадиса. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, начинал свои послания со слов «Бисмиллахи рахмани рахим». Что касается хадиса, который привел Абу Хурайра, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Всякое дело, не начатое со слов «Бисмиллахи рахмани рахим», является обрубленным», то этот хадис является слабым. Аль-Хафиз ибн Хаджр и другие посчитали этот хадис слабым. Второй рассматриваемый вопрос — это определение навакидуль ислам. Что такое навакидуль ислам? И шейх говорит: «Ан-накду ифсаду ма абрамта мин акдин ау бина». Это аннулирование того, что ты заключил из договора, или порча того, что ты построил из строения. И таким образом становится ясным, что определение смысла навакидуль ислам — это то, что аннулирует ислам. То есть действия, которые аннулируют ислам и делают ислам недействительным. То есть когда мусульманин впадает в эти действия, он аннулирует свой ислам и разрушает его. И поэтому мусульманин обязан изучать свою религию для того, чтобы не впасть в то, что нарушает его ислам, делать его недействительным и разрушает ислам. Третий рассматриваемый вопрос. 10 навакидов, которые упомянул шейх Мухаммад ибн Абдуль-Вахаб, алейхи рахматуллах, в этом послании они не являются ограниченными этим количеством. То есть их не 10. Напротив, шейх Мухаммад ибн Абдуль-Вахаб, алейхи рахматуллах, в этом послании собрал те действия, которые больше всего были распространены в его время и которые больше всего люди впадали в его времени, и также по причине того, что эти действия являются муджмаун алейха. То есть ученые единодушны, что все эти действия являются куфром, выводящим из ислама. Однако навакидуль ислам, их намного больше, чем 10. И шейх Мухаммад ибн Абдуль-Вахаб, алейхи рахматуллах, упомянул в одном из своих посланий: «Фаин кана лил вудуи саманияту навакид, фафихим мин навакидиль ислами аксару мин миати накид». Если у омовения 8 накидов, 8 навакидов, то есть 8 действий, которые нарушают омовение, то у ислама их больше, чем 100. Конец его слов. И также сказал шейх Сулейман ибн Сахман, алейхи рахматуллах: «Факад закара ахлюль илм навакид аль-ислам, ва закара ба'духум аннаха карибун мин 400 накид». И ученые упомянули действия, которые нарушают ислам, навакидуль ислам. И некоторые из них упомянули, и некоторые из ученых упомянули, что они близки к 400. ولكن الذي أجمع عليه العلماء هو ما ذكره شيخ الإسلام وعلم الهداة الأعلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب من نواقض الإسلام وأنها 10. Однако те действия, на которые есть единогласие ученых, это то, что упомянул шейх الإسلام Мухаммад ибн Абдуль-Вахаб, алейхи рахматуллах, из навакидуль ислам, и что их 10 в этом послании. Конец слов Сулеймана ибн Сахмана, алейхи рахматуллах. Четвертый рассматриваемый вопрос. «Аль ман якулю ла иляха илляллах якуну ма'сум ад-дам». Тот, кто говорит ла иляха илляллах, является ли его кровь защищенной? То есть является ли он неприкосновенным? То есть что его кровь, имущество и так далее. Этот вопрос нуждается в разъяснении. Что касается аль-кафируль асли, исконного кафира, как иудеи, христианин и так далее, любой, кто не исповедует религию ислам, не утверждает, что он религия ислам, если такой скажет ла иляха илляллах, ваджаб аль-каффу ан, его нужно оставить. То есть ты обязан его оставить, не трогаешь его.
فإن أتى بناقض بعد ذلك كان مرتدا حلال الدم. Но если после этих слов он совершит что-либо, что нарушает ислам, то есть что нарушает эти слова ля иляха илляллах, то он становится муртаддом, вероотступником, чья кровь будет дозволенной. Сказал шейх Хамд ибн Ма'мар, рахимахуллах: قال علماؤنا إذا قال الكافر لا إله إلا الله فقد شرع في العاصم الأول لدمه فيجب الكف عنه فإن تم ذلك تحققت العصمة وإلا بطلت. Говорит шейх Хамд ибн Ма'мар: сказали наши ученые, если кафир скажет ля иляха илляллах, то он вступил первое начало защищенности его крови. И поэтому обязательно его оставить. И если эти слова его будут действительны, то есть будут полны, совершенны, то в таком случае полностью защищенность, то есть защищенность его крови. Если же эти слова не будут потом действительны, то есть он нарушит эти слова после этого, то уже и неприкосновенность отпадает, защищенность его крови, имущества и так далее. Что касается муртадда, который говорит ля иляха илляллах, халя куфрихи ма фи'лихи ма юнакидуха, находясь в своем куфре и совершая то, что аннулирует эти слова ля иляха илляллах. فهذا لا يكفي في عصمته قول لا إله إلا الله. Ему недостаточно для того, чтобы его кровь была защищенной, неприкосновенной, чтобы его жизнь была неприкосновенной, слова ля иляха илляллах. Эти слова ему недостаточно. حتى يدخل الإسلام من الباب الذي خرج منه. До тех пор, пока он не зайдет в ислам с той двери, откуда вышел. Иными словами, если он был известен каким-то определенным куфром, и если он не покается именно от этого куфра, то он не считается муслимом, даже если скажет ля иляха илляллах 100 раз, 1000 раз и так далее. Сказал Аль-Кади Ияд, рахимахуллах: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان وأن المراد بهذا مشرك العرب وأهل الأوثان ومن لا يوحد وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام وقتل عليه. Что касается конкретизации защищенности имущества и жизни тем, которые говорят ля иляха илляллах, то это выражение, оно ответ на веру. И под этим подразумевается мушрики, то есть мушрики арабов, которые были первые вот эти арабы во время пророка саллаллаху алейхи вассалям, и также идолопоклонники, и также те, которые не причисляют себя к исламу. И это были первые, которых призывали к исламу и с которыми сражались за отказ принять ислам. И далее шейх говорит: فَأَمَّا غَيْرُهُمْ مِمَّنْ يُقِرُّ بِالتَّوْحِيدِ فَلَا يَكْتَفِي فِي عِصْمَتِهِ بِقَوْلِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِذْ كَانَ يَقُولُهَا فِي كُفْرِهِ وَهِيَ مِنْ اعْتِقَادِهِ. А что касается других, которые признают таухид, которые признают ля иляха илляллах, то недостаточно для того, чтобы их кровь была защищенной и их имущество было защищенным, чтобы они говорили ля иляха илляллах. Потому что они эти слова говорят, находясь в своем куфре. И эти слова — это их убежденность. Они говорят: мы говорим ля иляха илляллах, но вместе с этим не совершают куфр. فَلِذَلِكَ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ. И поэтому пришло в другом хадисе: وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ. И что я посланник Аллаха. وَيُقِيمَ الصَّلَاةِ. И пока он не будет выстаивать молитву. وَيُؤْتِيَ الزَّكَاةِ. И пока он не будет выплачивать закят. وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار مع التمسك بالشهادتين ولما زعموا من اتباع أصل الإسلام فقال. И поэтому шейх الإسلام ибн Таймия, рахимахуллах, когда его спросили о сражении с татарами, вместе с тем, что они говорили два свидетельства, придерживались два свидетельства, и эти татары утверждали, что они следуют основе ислама. Когда его об этом спросили, он сказал: كل طائفة ممتنعة من التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة وعلى ذلك اتفق الفقهاء. انتهى كلامه. الشيخ ответил: каждая группа, которые отказываются придерживаться шариатов ислама, ясных, мутаватир. Мутаватир — это те, которые доходят до степени таватур, которые пришли от многих из числа сахабов и так далее. То есть, каждая группа, которая отказывается придерживаться шариатов ислама явных, мутаватира,
из этого народа, из этих людей или других, то нужно с ними сражаться, пока они не будут придерживаться этих шариатов, то есть этих обрядов из ислама и так далее. Даже если они говорят вместе с этим два свидетельства и придерживаются некоторых шариатов ислама, некоторых обрядов ислама. И шейх говорит, шейхуль ислам, как поступали Абу Бакр и сахабы, радiyallahu анхум, когда они сражались с теми, кто удерживал закат. И он говорит, и на этот вопрос единогласие аль-фукаха. Пятый рассматриваемый вопрос. В каждой книге из глав фикха ученые упоминают бабуль муртад, глава вероотступника. И что вероотступник это тот, кто отступился от религии ислам, совершив действие из действий, которые нарушают ислам. Сказал Аль-Бугути, глава положения муртадда. В языковом значении, что такое муртад, это тот, кто вернулся. Вернулся, отступился. Сказал Всевышний Аллах, «Валя тарутадду аля адбарикум». И не обращайтесь вспять. Что касается в шариатском значении, что такое аль-муртад, это аллади якфуру ба'да исламихи тау'ан валау мумайзан ау хазилян бинуткин ау i'тикадин ау шаккин ау фи'аль. Муртад это тот, кто впал в куфр после того, как был в исламе добровольно, то есть его не принуждали, добровольно, даже если он мумайиз. Мумайиз это тот, кто дошел до 7 лет. То есть мумайиз это тот, кто достиг 7-летнего возраста. Даже если он говорил, то есть совершал это действие куфра, или говорил слова куфра, шутя, то есть даже если это было шутя, и он впадает в куфр словом, или убеждением, или сомнением, или действием. То есть впадание в куфр не ограничивается одним убеждением, или одним сомнением, или одним действием. Однако человек впадает в куфр по причине слова, либо по причине убеждения, либо по причине сомнения, либо по причине действия. فَمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ تَعَالَى فَقَدْ كَفَرَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى. И тот, кто совершит ширк в отношении Аллаха, то он становится кафиром по причине слов Всевышнего Аллаха, «Инна Аллаха ла ягфиру ан юшрака бих». Аллах не прощает, когда совершает ширк в отношении него. وَمَنْ جَحَدَ رُبُوبِيَّتَهُ سُبْحَانَهُ أَوْ جَحَدَ وَحْدَانِيَّتَهُ أَوْ جَحَدَ صِفَةً مِنْ صِفَاتِهِ كَالْحَيَاةِ وَالْعِلْمِ كَفَرَ. И тот, кто отрицает господство Всевышнего Аллаха, или отрицает его единственность, или отрицает сифат из его сифатов, то есть качество из качеств Аллаха, как жизнь, знание и так далее, то он становится кафиром. وَمَنِ اتَّخَذَ لِلَّهِ تَعَالَى صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا أَوْ جَحَدَ بَعْضَ كُتُبِهِ أَوْ جَحَدَ بَعْضَ رُسُلِهِ أَوْ سَبَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَوْ سَبَّ رَسُولَهُ أي رسول من رسله أو ادعى النبوة فقد كفر لأن جحد شيء من ذلك كجحده كله. И тот, кто утверждает, что у Аллаха есть спутница, или что у Аллаха есть ребенок, то есть, как это говорят христиане, или отрицает некоторые из его писаний, из писаний Всевышнего Аллаха, или отрицает некоторых из его посланников, или оскорбляет Аллаха субханаху ва тааля, или оскорбляет кого-либо из его посланников, или утверждает, что он пророк, то такой стал кафиром, потому что отрицание чего-либо из ислама это как отрицание всего ислама. То есть когда он отрицает что-либо из шариата ислама, то он как будто отрицает весь ислам. وَسَبُّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ جَاحِدِهِ. И оскорбление кого-либо из посланников не исходит кроме только от того, кто отрицает это. ومن جحد تحريم الزنا أو جحد شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها أي على تحريمها أو جحد حل خبز ونحوه مما لا خلاف فيه أو جحد وجوب عبادة من الخمس أو حكما ظاهرا مجمعا عليه إجماعا قطعيا بجهل أي بسبب جهله وكان ممن يجهل مثله ذلك عرف حكم ذلك ليرجع عنه وإن أصر وكان مثله لا يجهله كفر لمعاندته للإسلام وامتناعه من التزام لأحكامه وعدم قبوله لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة. И далее шейх говорит, также кто отрицает запретность блуда, прелюбодеяния, или отрицает что-либо из явных запретов, и на запрет которого есть иджма, единогласие, или отрицает разрешенность хлеба и так далее. То есть хлеб является разрешенным, то есть разрешенной пищей. И тот, кто отрицает, что хлеб является разрешенной пищей, то он становится кафиром. То есть из тех действий, где нет
разногласие, то есть на запретность или на разрешенность. Или же он отрицает обязательность поклонения, как 5 молитв. Или ясный хукм отрицает, на который есть иджма, категоричный иджма, по причине своего невежества, И если он будет из тех, кто действительно не знает это, то ему разъясняется хукм этого, чтобы он вернулся от своего отрицания. А если же он будет упорствовать и подобный ему не может не знать об этом, то он становится кафиром по причине того, что он упорствует исламу и отказывается придерживаться ахкаму ислама. И также по причине того, что он не принимает книгу Аллаха и сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и иджма этой уммы. وكذا لو سجد لكوكب ونحوه أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء في الدين أو امتهن القرآن وأسقط حرمته. И также является кафиром тот, кто делает суджуд звездам и так далее. Или кто скажет слово или действие явное, то есть явное насмехательство религии. То есть он скажет явное слово или совершит явное действие, которое указывает на насмехательство религии. Или он будет пренебрегать Кораном или принижать его неприкосновенность. Такой тоже становится кафиром. Конец слов Аль-Кади Ияда, рахимахуллах. Теперь приступаем к разбору первого накида, то есть первого действия, которое нарушает ислам и делает его недействительным. Сказал шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, алейхи рахматуллах: «Ан-накиду аль-авваль аш-ширку фи ибадати Аллахи вахдаху ла шарика лах». Первый накид – это ширк в поклонении Аллаху, ему единому, то есть у которого нет сотоварища. والدليل قوله تعالى إدودم يولات صلى Всевышнего الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Воистину Аллах не прощает, когда совершает ширк в отношении Него, и прощает то, что помимо ширка кому пожелает. Также сказал Всевышний Аллах: «Иннаху ман юшрик биллахи факад харрама Аллаху алейхи аль-джанната ва ма'ваху ан-нару ва ма лиззалимина мин ансар». Воистину тот, кто совершает ширк в отношении Аллаха, Аллах сделал для него рай запретным, его пристанищем будет огонь, и у беззаконников не будет помощников. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. И также к ширку в поклонении Аллаха относится жертвоприношение другому помимо Аллаха, как тот, кто делает жертвоприношение джинну или могиле. Конец матна из первого накила. Говорит комментатор шейх Абу Аззам: первый рассматриваемый вопрос – это определение ширка. В языковом значении ширк – это равнение, смешивание, соединение и давать удел, часть. В шариатском значении это «Хуа ан яджа'аля лилляхи ниддан фи рубубиятихи ау улухиятихи ау асмаихи ва сифати». Это устанавливать Аллаху равного, будь то в господстве, или в божественности, или в именах и атрибутах. Второй рассматриваемый вопрос – это виды ширка. Первый вид – это аширку фи рубубия, ширк в господстве. أن يجعل هناك خالقا مع الله أو رازقا مع الله أو مدبرا لأمر هذا الكون مع الله. Ширк господства – это когда кто-либо устанавливает вместе с Аллахом другого, кто дает ризк. Он говорит, что он дает ризк. Или говорит, что он творец помимо Аллаха. Или говорит, что он управляет этим бытием помимо Аллаха. أو يكون هناك خالقا ورازقا ومدبرا لأمر هذا الكون استقلالا. Или же говорит, что есть творец и тот, кто наделяет ризком, и тот, кто управляет этим бытием, то есть независимо. То есть отрицает господство Аллаха и говорит, что есть тот, кто является творцом помимо Аллаха. Творцом, разиком, мудаббиром, то есть который управляет этой вселенной. ومن ذلك شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور. И из ширка в господстве это ширк огнепоклонников, которые говорят, что все, что происходит из благого, из хорошего, в этом бытие приписывается к свету. Они говорят, что все это исходит от света. وحوادث الشر إلى الظلمة. А приписывают все, что происходит, все, что плохое, они приписывают к чему? Приписывают к тьме. وكالذي حاج إبراهيم في ربه حيث جعل نفسه خالقا يحيي ويميت وشرك فرعون الذي يقول. И также ширк в господстве это подобно тому, который спорил с Ибрахимом, алейхиссалям, в отношении его Господа. И этот человек, то есть его звали Нимруд, он говорил, что он является творцом, который
оживляет и умерщвляет. И также ширк господства — это ширк Фирауна, который говорил: «Ма алимту лакум мин илахин гайри». Фираун, алейхи лянатуллах, говорил: «Я не знаю для вас иного Бога, кроме меня». وكذلك الذين يسندون الحوادث التي تحدث في الأرض إلى الكواكب. Также ширк господства — это ширк тех, которые приписывают все, что происходит в этой земле, на этой земле, они приписывают к звездам. وأيضا الذين يشرعون القوانين الوضعية حيث نصبوا أنفسهم أربابا من دون الله. Также ширк господства — это ширк тех, которые устанавливают, создают светские законы и ставят себя Господами помимо Аллаха. То есть они себя ставят наравне с Аллахом. Это первый вид ширка. Второй вид — это аширку фил улухия, ширк божественности. А это ан яджа'аля лилляхи ниддан фи ибадати. Устанавливать Аллаху равного в поклонении. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: ضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله عبادة. فإذا صرف من تلك العبادات شيئا لغير الله فهو مشرك. انتهى كلامه. Говорит шейх Абдуррахман ибн Хасан, внук Мухаммад ибн Абдул-Вахаба, алейхи рахматуллах. Правило ширка божественности — это, что всякое дело, которое Всевышний Аллах узаконил для его рабов и приказал совершать это, то это является поклонением. И когда человек что-либо из этих поклонений направляет другому помимо Аллаха, то он становится мушриком. Конец его слов. Из видов поклонения это ад-дуа, мольба, валь-хауфу, страх, валь-дабху, жертвоприношение, валь-надру, обет, вагайруха мин аль-ибадат, и также другие из поклонений. Третий вид ширка — это аширку фил асма и вассифат, ширк в именах и атрибутах. Хуа ан таджа'аля лилляхи ниддан фи асмаихи ау сифати, فتقول هذا اسمه الحكم مثل حكم الله مع أن الله هو الحكم. Ширк в именах и атрибутах. А это когда ты устанавливаешь Аллаху равного в его именах и атрибутах. Как, например, говорить, этот человек, его имя Хакам, в то время как Аллах является хуа аль-Хакам, то есть высший судья. أو يقول هذا اسمه الرحمن مع أن هذا الاسم خاص لله تعالى. Или когда человек говорит, этого человека, то есть этого зовут Ар-Рахман, в то время как это имя Ар-Рахман является особенным именем Аллаха. Третий рассматриваемый вопрос. Аш-ширку аль-акбару ля яхфируху Аллаху илля бит-тауба. Большой ширк Всевышний Аллах не прощает, кроме как посредством покаяния. Сказал Всевышний Аллах: «Инна Аллаха ля ягфиру ан юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша». Аллах не прощает ширк в отношении него и прощает то, что помимо ширка кому пожелает. И сказал шейх Абдуррахман ас-Саади, рахимахуллах, в его толковании Корана, в его тафсире: «Фаинна аль-мушрика قد سد على نفسه أبواب المغفرة وأغلق دونه أبواب الرحمة فلا تنفعه الطاعات من دون التوحيد ولا تفيده المصائب شيئا وما لهم يوم القيامة من شفيع وما لهم يوم القيامة من شافعين ولا صديق حميم». Шейх ас-Саади говорит: воистину мушрик закрыл перед собой двери прощения. Имеется в виду, если мушрик умрет, не совершив покаяние, то Аллах ему не простит его ширк, если это имеется в виду. Если человек покаялся от ширка, то Аллах ему прощает. То есть мушрик закрыл перед собой двери прощения и двери милости. То есть Всевышний Аллах не окажет над ним милость в судный день. И ему не принесут пользу его благие деяния, если у него нет таухида. И также ему не принесут пользу те беды, которые он постигал в этом мире. То есть верующий, когда его постигают беды в этом мире, и он проявляет терпение, ему за это будет награда. В судный день ему за это будет награда. Что и касается мушрика, то какие бы беды его не постигали в этом мире, то они никакой пользы ему не принесут. И ему в судный день у него не будет ни заступника, ни сострадательного друга, как говорит Всевышний Аллах. Конец слов шейха ас-Саади. Четвертый рассматриваемый вопрос. Самым великим грехом, которым ослушались Аллаха, это ширк в отношении Аллаха. И ширк, он разрушает господство и также разрушает таухид в господстве, и также таухид божественности. И также ширк — это плохое предположение о Аллахе, Господе миров. И ширк является самым великим грехом. Он более великий, чем делать никах с матерями или закапывать дочерей, заживо закапывать, как это было принято у арабов.
до прихода пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Кама каля шейх Мухаммад ибн Абдул-Ваххаб, алейхи рахматуллах. Как сказал шейх Мухаммад ибн Абдул-Ваххаб, алейхи рахматуллах: «И'лям рахимакаллах анна фарда ма'рифати шахадати ан ла илляха илляллах кабля фарды ссалати вассаум». Знай, да смилуется над тобой Аллах, что фард, познание, что обязанность познания, свидетельство ля илляха илляллах, это обязанность первичнее и приоритетнее, чем обязанность намаза и поста. Фаяджибу аля абди ан ябхаса ан ма'на залик. И поэтому раб обязан изучать смысл слов ля илляха илляллах. А'зама мин вуджуби бахсихи ани ссаля. Он обязан изучать смысл слов ля илляха илляллах больше, чем обязанность изучения намаза, вассауми и поста. وتحريم الشرك والإيمان بالطاغوت أعظم من تحريم نكاح الأمهات. И запретность ширка, что ширк является запретным, и что вера в тагута является также запретной, это является более великим, чем запрет заключать никах, то есть делать никах со своими матерями и со своими тетями по отцовской линии. فأعظم مراتب الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله. И самая великая степень веры в Аллаха — это свидетельство «Ля иляха илляллах». Конец слов шейха. Пятый рассматриваемый вопрос. «Халь ю'зару ахадун бикаули ширки аль-акбари ау фи'лихи». Оправдывается ли кто-либо, сказав слова ширка, то есть сказав слова большого ширка или совершив действие большого ширка? لا يعذر أحد بقول الشرك الأكبر أو فعله لا لمصلحة ولا لغيرها مما يدعيه أصحاب أنصاف الحلول والالتقاء مع الكفار في منتصف الطريق. Нет оправдания кому-либо, если он говорит слова большого ширка или совершает большой ширк. Какую бы пользу он ни преследовал, как это утверждают люди объединения, и которые говорят, что с кафирами нужно встречаться на полпути, да, с ними вести диалоги и так далее. فَمَنْ فَعَلَ الشِّرْكَ كَانَ مُشْرِكًا. И тот, кто совершил ширк, является мушриком. وَلَا يُعْذَرُ أَحَدٌ بِقَوْلِ الْكُفْرِ أَوْ فِعْلِهِ إِلَّا الْمُكْرَهِ. И не оправдывается кто-либо, который говорит слова куфра или совершает действие куфра, кроме принужденного. И доводом является слова Всевышнего Аллаха: «Илля ман укриха ва кальбуху мутмаиннун бил иман». Кроме принужденного, чье сердце спокойно в имане. «Валили крахи шурут». И у принуждения, что принуждение было действительным, есть условия. Первое, ан якуна аль-кальбу мутмаинна, чтобы сердце его было в спокойствии. Второе, ан якуна аль-мукриху кадиран аля танфизи ма хаддада бих, чтобы принуждающий был в состоянии выполнить, то есть исполнить то, чем он угрожает. Третье, ан якуна аль-икраху мульджиан, каан юктала ау юаззаба азабан шадида, чтобы икрах был действительным, то есть икрах был действительным, что его убивают, что его могут убить в действительности, или сильно пытают. Четвертое, алля якуна мутааддия, чтобы икрах он не был, который распространяется на других. Фалау альзамуху биташри'и каванина вад'ия юлзиму биха нас, ва илля кутиль фахуна ль-куфру мутааддин фаля яджузу лаху листиджабату валяу кутиль. Если же человека принуждают создавать светские законы и затем обязывать людей, чтобы они следовали этим законам, или же его убьют, то здесь куфр является переходящим на других. И ему нельзя отвечать на это, даже если его убьют. Это не считается икрахом. Шестой рассматриваемый вопрос. Есть разница между икрахом, принуждением, и страхом. Что касается икраха, принуждения, то это является шариатским оправданием в словах куфра или действиях куфра. Что же касается страха, то это не является оправданием. Седьмой рассматриваемый вопрос. Халь джахлю узрун фи ширки аль-акбари ам лейса би'узр. Невежество является ли оправданием в большом ширке или не является оправданием? إذا كان الجهل بسبب الإفراط والإعراض فليس بعذر في باب الشرك الأكبر ويعطى الاسم والحكم معا. Если его невежество было по причине его упущения и отворачивания, то это не является оправданием в большом ширке. И ему дается исм мушрик, и также ему дается хукм. Понятно, да? Хукм тоже дается ему. Что его убивают, сражаются с ним и свидетельствуют, что он в огне, то есть что он в ахирате не будет испытан и так далее. Амма джахлу адами булуги аль-худжати ли-адами тамаккунихи, хайθу лам таблугху ар-рисалату ва лам ятамаккан мин аль-вусули илейха, фахаза ю'та аль-исму дун аль-хукм. Что касается невежества, по причине того, что до него не дошла худжа, и он не имел возможность искать истину, вот он искал, и не имел возможность дойти до этой худжи,
то ему дается исм, мушрик, но хукм не дается. Хукм имеется в виду, что он в ахирате будет наказан. Это что это ахлюль фатра, те, до которых надошел посланнический призыв. Они являются мушриками, но хукм куфра им не дается. То, что их не убивают до призыва, и с ними не сражаются до призыва, и то, что они в ахирате будут испытаны. ومن الأدلة على أن الجاهل إذا أشرك مع الله يعطى اسم الشرك ما في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوم نوح عليه السلام فلما نسخ العلم عبدت. И из доводов, что невежественный, если совершил ширк в отношении Аллаха, что ему дается имя ширка, то есть мушрик, это то, что пришло достоверно от Ибн Аббаса о народе Нуха, где говорилось, что когда знание исчезло, им стали поклоняться. То есть этим, которых они воздвигли, то есть были 5 благочестивых людей, Вад, Суа, Ягуса, Яука, Манас. И когда они умерли, шайтан пришел к ним в облике человека и потихоньку начал водить среди них ширк. И затем, то есть первое время не было ширка, и затем, когда уже поколение сменилось на другое поколение, и знание исчезло, они стали поклоняться. То есть шайтан пришел к ним еще раз в облике человека и сказал, что ваши отцы поклонялись им, и те стали поклоняться им. فَهَؤُلَاءِ عَبَدُوهُمْ فِي وَقْتِ الْجَهْلِ وَمَعَ ذَلِكَ سَمَّاهُمْ عَابِدِينَ لَهُمْ. То есть эти люди, которые поклонялись этим благочестивым рабам, они поклонялись им, когда было невежество, то есть во время невежества. Но вместе с этим в хадисе пришло, что их назвали абидина лахум, поклоняющимися им. И сказал шейх аль-Ислам ибн Таймия, алейхи рахматуллах, фасму ширки сабата кабля рисаля, фаиннаху юшрику би раббихи ва я'дилу бих. Имя ширка, то есть мушрик, утверждается над мушриком до посланничества, то есть до худжи. Потому что он совершает ширк в отношении его Господа и равняет с его Господом другого. Ма анна замана заману джахль. То есть в то время как это время невежества, то есть что до него не дошло посланничество, то есть худжи, да. 8-й рассматриваемый вопрос – это определение поклонения. Определение поклонения, что касается как самого действия, то это, как упомянул шейх аль-Ислам ибн Таймия, где он говорит: «Аль-ибадату исмун джами'ун ли кулли ма юхиббуху Аллаху ва ярдаху мин аль-аквали валь-а'мали аль-батинати валь-захира». Поклонение – это все, что любит Аллах, чем он доволен, из слов и действий, как внешних, так и внутренних. А что касается поклонения в отношении раба, то есть как должно происходить поклонение, это هي الذل والخضوع مع كمال المحبة للمحبوب وهذا لا يكون إلا الله إلا لله. Это унижение и смиренность вместе с полнотой любви к тому, кому он проявляет любовь. А это может быть только в отношении Аллаха. 9-й рассматриваемый вопрос. Мы упомянем некоторые поклонения и упомянем, когда эти поклонения будут ширком и действием, которые нарушают ислам. Первое – это ад-дуау мальба. Его мы упомянем, когда будем разбирать второй накил, второе действие, которое аннулирует ислам. Второе поклонение – это аль-хауфу ширки, языческий страх. Ваюсамма хауфа сир, также это называется тайным, скрытным страхом. Аллах Та'аля, сказал Всевышний Аллах: «Фаля тахафухум ва хафуни ин кунтум му'минин». Не бойтесь их, а бойтесь меня, если вы являетесь верующими. То есть что такое тайный страх и на сколько видов он делится? Первый вид тайного страха, этот страх уже считается выводящим из ислама. И его картина следующая. «Ан яхафа мимман лейса лаху фи'лун валя та'сирун каль хауфи мин аль-аснами валь аусан». Как бояться того, от чего нет никакого действия или нет никакого влияния. Как страх перед идолами и истуканами. То есть этот страх, лишь этот страх является уже вводящим из ислама. Второе, ан яхафа мин аль-амвати ан ямассуху бису. Бояться мертвых, что от них будет какое-то зло, что они коснутся его каким-то злом. Второй вид страха в большом ширке – это ан яхафа мин аль-ахьяи фима ла якдиру алейхи илля Аллах. Бояться живых в том, на что способен только Всевышний Аллах. Его картина следующая, что он боится творения, что это творение навредит ему чем-то, на что способен только Всевышний Аллах. Как, например, он боится, что это творение прервет его родство, то есть потомство прервет. Или что это творение сделает его дела тщетными. فهذه الأقسام كلها من الشرك الأكبر المخرج من الملة. Все эти виды страха являются большим ширком, который вводит из религии. Сказал шейх Сулейман, алейхи рахматуллах: ومعنى خوف السر هو أن يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته وإن لم يباشره فهذا شرك أكبر. То есть смысл خوف السر, тайный страх, это когда раб боится другого помимо Аллаха, что от него
постигнет что-либо плохое, то это является большим ширком. Даже если, то есть он не с ним рядом, да, то есть он боится от творения, на что способен только Всевышний Аллах, что от него постигнет вред, то это является большим ширком. لأنه اعتقاد للنفع والضر في غير الله, потому что он убежден, что польза и вред исходят от другого помимо Аллаха. Сказал Всевышний Аллах: «Фаияя фарухабун», и одно меня страшитесь, только меня страшитесь. Также сказал Всевышний Аллах: «Фаля тахшаун наса вахшаун», не бойтесь людей, а бойтесь меня. Также сказал Всевышний Аллах: «Ва ин ямсаска Аллаху бидуррин фаля кашифа лаху илля ху, ва ин юридка бихайрин фаля радда лифадлих, يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم». Если Аллах коснется тебя вредом, то никто, кроме Него, не избавит тебя от Него, от этого вреда. Если Он пожелает одарить тебя добром, то никто не отвратит Его милости. Он одаряет ею, то есть милостью, того из своих рабов, кого пожелает, ибо Всевышний Аллах является прощающим, милостивым. Конец слов шейха Сулеймана. Третье – это азабху ширки, языческое жертвоприношение. Хуа иракату димаи аля ваджихи л'курбати ва та'зими ли гайрилля. Что такое языческое жертвоприношение? Это пускать кровь, приближаясь и возвеличивая другого помимо Аллаха. Сказал Всевышний Аллах: «Уль инна салати ва нусуки ва махьяя ва мамати лилляхи раббил аламин». Скажи: воистину моя молитва и мой обряд, моя жизнь и моя смерть принадлежат одному Аллаху, Господу миров. «Ла шарика лаху ва бидалика умирту ва ана ауалул муслимин». Нет у Аллаха сотоварища, и этим мне было велено, то есть, что моя молитва, мой обряд, моя жизнь и моя смерть принадлежат одному Аллаху. «Ва ана ауалул муслимин», и я первый из числа мусульман. И у жертвоприношения помимо Аллаха, то есть жертвоприношение другому помимо Аллаха, есть несколько картин. Первое – это когда он делает жертвоприношение джинну, приближаясь к нему, для того, чтобы эти джинны от него отвели беду. Второе, что когда он построил дом, он у порога этого дома делает жертвоприношение, чтобы отвести вред джинна. Это тоже является большим ширком в жертвоприношении. Третье, когда он перед могилой делает жертвоприношение, надеясь, что его постигнет польза от этой могилы, или что от него отведут вред. И также ширк в жертвоприношении входит то действие, когда человек делает жертвоприношение, не упоминая имени Аллаха, как, например, говоря именем Мессии или именем какого-то царя или именем какого-то господина. И все эти картины, все эти виды, которые были упомянуты, являются из большого ширка, который выводят из религии ислам. Четвертое – это ан-назру ширки, языческий обет. Хуа ан юльзима аль-мукаллифу нафсаху та'атан гайра лазиматин тaqarruban ва та'зиман ли гайриллах. Это когда мукаллиф, то есть когда раб, на который распространяются шариатские ахкамы, как запрет и так далее, то есть когда он обязывает себя делать подчинение, которое не является обязательным, приближаясь тем самым и возвеличивая другого помимо Аллаха. Сказал Всевышний Аллах: «Юфуна бин назри ва яхафуна яуман кана шарруху мустатира». Они исполняют свои обеты и страшатся дня, зло которого разлетается. И у языческого обета есть несколько картин. Первое, он говорит: если Аллах исцелит моего больного, то такому-то валию от меня 100 овец. И это является направлением поклонения другому помимо Аллаха, что является большим ширком. Второе, это что он приходит к могиле кого-либо из благочестивых людей и говорит: «О валиюллах», он говорит: «О валиюллах, если Аллах исцелит моего больного или выполнит мою нужду, то тебе от меня столько-то золота» и так далее. И все эти картины, которые были упомянуты, являются из большого ширка, который вводит из религии. Сказал Ибн Кайим алейхи рахматуллах: «Фама асра'a ахлю ширки иля аттихази al-аутхани мин дуниллахи валау канат ма канат». ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله تعالى، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنظور له. انتهى كلامه. Ибн Кайим говорит: и как же спешат люди ширка брать идолов помимо Аллаха, брать себе идолов помимо Аллаха, каким бы эти идолы ни были. И они говорят: если этот камень, или это дерево, или этот глаз примет от меня мой обет или примет поклонение помимо Аллаха,
То есть они так говорят, да? И далее шейх Ибн Кайим говорит: и обет является поклонением и приближением, посредством которого дающий обет приближается к тому, кому дает обет. Конец его слов. На этом закончим. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун, ва салямун аля аль-мурсалин, вальхамду лилляхи раббил аламин.